Добрый день, дорогие друзья, с вами Канабек Шадыканов, вы на моем канале. Сегодня такое размышление, отношение людей к иностранцам. За все время мы не заметили особого отношения к нам, негативного. Наоборот, у нас положительные впечатления о людях, они добродушные, отзывчивые, особенно когда мы первый раз прилетели со Стамбула. Языка не знаешь, куда идти, даже элементарно мы не знали, как спросить, где находится камера хранения. Я долго объяснял, пока я только не нашел стойку справочную, где говорили на иностранном языке, на английском, и только тогда мы могли объясниться. Но несмотря на это, люди были добродушны, особенно работники, старались показать, рассказать, как это они могли в силу языкового барьера. Дальше другой был этап в Измире. Мне нужно было найти один офис, но не знал, как туда пройти. Завернув за угол, увидел полицейский участок с автоматом, с оружием стоит, охранники. Но первая реакция была, как естественно, что сейчас меня остановят, спросят, где мои документы, что вы тут делаете. Но нет, я подошел к офицеру, спросил у него, мне нужно пройти, как пройти туда, не могли бы вы мне подсказать. Хотя он не знал, проводил меня до угла, сказал, вон там находятся таксисты, и спросите у него, они вам точно дадут информацию, в каком направлении вам идти. Но дал понять, что вы очень близко. Вот такое вот отношение. И третий, это наш сосед, он пожилой человек. И как-то однажды мы с ним разговорились. Он иногда летом уезжает в деревню, приезжает иногда в дом. И болел очень сильно, вроде так видно было, в возрасте лет 75. И он спросил, если я тебе дам немного денег, чтобы ты детям мог купить что-то, ты не откажешься? И он нам дал 250 лир. Вот таких случаев очень много. И когда мы ехали со Стамбула, потом в Измире были, в Измире тоже много было интересных случаев. Потом от Измира мы на автобусе ехали до Мерсина, до Тарсуса. Там встретили человека, который заказывал с Измира подшипники для своих катеров. У него сломался подшипник. И как раз он приехал забрать подшипники на автобусе, посылкой передали. И он нас любезно довез бесплатно до Мерсина. Разговорились. Бесплатно нам дал целую бутылку 1,5 литра антисептика. Пожелал нам хорошего пребывания в городе Мерсин. Вот таких моментов очень много. Я думаю, каждый, кто сюда приезжал, может рассказать нечто подобное случае. Хорошего дня вам, дорогие друзья. Сегодня ясная погода. Не прохладно, чувствуется как 22 градуса, как весенняя погода. Дорогие друзья, я открыл канал в Телеграме. В этом Телеграме вы можете увидеть текущие работы по реставрации. То, чему мы научились, мы стараемся сразу же применять. Пожалуйста, проходите по описанию и следите за нашими работами. Не все выкладывается в YouTube. Отдельные фрагменты мы выставляем на Телеграме. Хорошего дня еще раз. Увидимся в новых видео.